У журналистов, как и у спортсменов, в Сочи своя олимпиада. Спортивные репортеры соревнуются в оперативности написания репортажей и количестве отснятых сюжетов. Для их удобства организаторы Сочинской олимпиады построили гигантский медиацентр. В главном медиацентре журналисты могут пользоваться платным салоном красоты, пунктом проката гольф-каров и ресторанами. Среди бесплатных услуг – комната отдыха, тренажерный зал, интернет и кубанский чай с ушками и пряниками. Главный медиацентр рассчитан на 14 тысяч журналистов. Здесь трудится вся элита мировой спортивной журналистики. Ведущие телеканалы, газеты, радиостанции, интернет-сайты и журналы командировали в Сочи своих лучших репортеров. Для 14 тысяч репортеров гигантский медиацентр на 3 недели стал вторым домом. Круглосуточный режим работы позволяет журналистам 24 часа в сутки передавать в редакции олимпийские репортажи. Выступления 4 молдавских спортсменов впервые освещали сразу 5 журналистов. Рекордсменом среди отечественных акул пера и микрофона является Николай Бучацкий, за репортерскими плечами которого опыт работы на 11 олимпиадах, 6-летних и 5 зимних. Dacă se vorbim despre comparații, desigur că Jocurile Olimpice de la Sochi diferă de cele precedente. Если провести сравнение, то можно однозначно сказать, Сочинская олимпиада сильно отличается от всех других, как и все женщины друг от друга. У всех олимпиад есть своя специфика. Меня лично шокировало и удивило то, что за 7 лет в Сочи на ровном месте были построены огромные спортивные сооружения. За проводимыми на них соревнованиями наблюдали миллионы телезрителей. Молдавские журналисты также внесли свою лепту в продвижение имиджа Молдовы за рубежом и пропаганду здорового образа жизни. На зимних Олимпийских играх в Сочи Молдова представлена 5 спортивными журналистами. Это рекорд для нашей спортивной прессы. Хочу отметить, что благодаря поддержке правительства посредством Национального олимпийского комитета удалось решить многие проблемы, в том числе жилищный, авиаперелет. Эта поддержка способствует более оперативной и качественной нашей работе на Олимпиаде в Сочи. Пресс-центров на сочинских играх более 20, по одному на каждом олимпийском объекте. Помимо этого, у журналистов есть свой жилой комплекс и транспорт, ежеминутно доставляющий их на арены олимпийских сражений, которые завершатся 23 февраля. В день закрытия Сочинской олимпиады большинство журналистов, в том числе и молдавские, вернется домой. Александр Ботнарь, Николай Бучацкий. Специально для телеканала ТВ7 из Сочи.